Назрань, Карабулак, Малгобек. Всего 9 команд со всех городов и районов республики. Задолго до начала соревнований участники готовятся к состязанию на силу и ловкость. Каждая команда представляет по 5 участников, никаких возрастных ограничений. Главное – опыт в работе с косой. Магомед Куштов родом из высокогорного села Байни. Ему 51 год. Всю сознательную жизнь занимается земледелием и фермерством, потому знает все тонкости этого нелегкого ремесла. Ишte yakil mörtolat diz. Mörto izlat ozr ишte hay bitaq. Yana konechniki. Алергез арберно узнядат. Закона иште утхал биз. Со хачве чухбу арбач арбу. Ну, в среднем между этим можно допускается 2-3 сантиметра. Впрочем, хорошая коса – это только полдела. Многое зависит и от того, кто ее держит. Абу Батыров уверен, что значение имеет все – и погода, и настрой. Ну а горожане похвастаться такими частыми работами на земле не спешат. Сотрудник назрановской администрации признается, что выбрать из коллектива 5 человек, которые смогли бы с легкостью управиться с заданием фестиваля, оказалось не так просто. Но сегодня офисные работники подготовились и уступать соперникам не собираются. Я считаю, что каждый мужчина, каждый молодой человек должен уметь, даже сейчас современные технологии, несмотря на то, что есть электрические косилки и все, что с этим связано, с косой ничего не сравнится. Атмосфера пропитана национальным колоритом. Поддерживают участников и конный клуб. Всадники представили на фестивале лучших скакунов. Прокатиться верхом может любой желающий, но смельчаков оказалось не так много. К лошади нужно привыкать с детства, как Магомед Мержоев, который впервые сел в седло в 9 лет. Гости фестиваля смогли не только поболеть за участников, но и просто приятно провести время. Ингушская и узбекская кухни, живая музыка, прогулки верхом и конкурс названия самого меткого стрелка. Все это способствует популяризации сельского туризма. По итогам прошлого года наша республика заняла одно из лидирующих мест и вошла в десятку регионов по развитию сельского туризма в целом по стране. Поэтому для поддержания этой динамики и для роста именно этого направления туризма, событийного и сельскохозяйственного туризма, сегодня мы проводим вот такой праздник сенокоса. К полудню начинается самое интересное. Перед началом состязаний главный судья объясняет правила. Чтобы стать победителем в командном зачете, каждому участнику необходимо быстрее и лучше всех прокосить 20-метровую полосу травы. Каждому участнику команды отведено 20 метров. 20 метров прошел, оказывается, если у второго участника есть своя коса, ты отходишь. 2, 1, поехали! Самыми быстрыми оказались участники из Магаса. Их результат – 10 минут 36 секунд на 100 метров. Участники готовились к конкурсу всего 2 дня, но хорошая физподготовка и воля к победе сыграли им на руку. Старт команд Магас приняли, стартовали нормально, но очень устал. 20 метров – это слишком длинное расстояние. Учитывается не только скорость, но и чистота скошенной территории. Глава республики Инузбек Евкуров даже показал новичкам мастер-класс. Все 45 участников прошли свою дистанцию. Команда должна собрать сено, после чего комиссия проверяет, насколько качественно выполнена работа. Этот праздник надо развивать, приучать молодежь, чтобы они хотя бы знали, с какой стороны подойти к косе и как это все скосить. Но я думаю, молодежь заинтересовалась, все будет нормально. Организаторы приурочили фестиваль к месяцу сенокоса. Лучшими оказались участники из Джейрахского района. Команда РЗ Джейрахского района, ваши аплодисменты. Ну и подарок 3 барашка, которые также ждут своего победителя. Второе место забрали представители Магаса, а почетное 3-е за Назрановским районом. Зарема Ивлоева, Рахман Цуров, Новости 24.